Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Помощь нуждающимся. وزي العوضالة ومخدي رمزة عجيء ومخدي أمانوه سنية مدر قوبو ساعدولها ساعد عدالة شيء كما شلع شيء ديك الحساب وهولش. Региональный общественный фонд проводит очередную масштабную благотворительную акцию. Безопасные и качественные дороги. Дорога Серноводск-Грозный входит в опорную сеть дорог Российской Федерации и имеет огромное значение для региона. Конструкция трассы Серноводск-Грозный идет к завершению. Живительная влага. По поручению Рамзана Кадырова сразу в двух населенных пунктах Урус-Мартановского района начато строительство сетей водоснабжения. Новость дня. Президент России прибыл в Чеченскую республику. Рамзан Кадыров лично встретил Владимира Путина в Грозненском аэропорту. В рамках визита запланирована насыщенная программа. В данный момент глава государства находится в Российском университете спецназа в Гудермесе. После ожидается посещение мечети вблизи площади Минутка. Последний раз политик приезжал в декабре 2011 года. Руководитель субъекта в интервью Павлу Зарубину, автору ведущему программы «Москва, Кремль, Путин», подчеркнул, что этот визит главы государства долгожданный. Сейчас народ обрадуется, да. Ну, не знаю, да, он похвалит и не, да, он, ну, будут рады, счастливы, потому что президент приехал в республику, посетил, да, это для нас стимул, заряд энергии, да. Это огромное счастье, да, для нас. Что хотите в первую очередь показать, о чем рассказать? Что пожелает президент, да, то и покажем. Да. А так, это все он сам ручной управлял. Да, он, благодаря ему у нас все успехи. Да, он закончили войну, убрали да, он, разруху, да, он, восстановили. Сейчас идет новое строительство. У нас строится жилье уже больше 6 миллионов квадратов жилья строится за год. Больше 7 миллионов будет. Это немалая стройка. Он все знает. Он великий человек. У него память хорошая. Он, когда задает вопрос, касающийся республики, он теряешься, он путаешься, откуда он знает, я не знаю, а он знает, поэтому что пожелает президент, то и покажем. Свой визит Владимир Путин начал с посещения могил первого президента Чеченской республики в селении Ахмат-Юрт. На месте его встретили председатель Совета Алимов Республик Северо-Кавказского федерального округа Хожахмед Хаджи Кадыров и Магомед Кадыров. Политик отдал дань глубокого уважения памяти Ахмад Хаджи Кадырову, отметил его вклад в становление мирного и благополучного региона. Более 200 человек присоединились к пешему походу по региональным туристическим маршрутам, объявленным заместителем председателя правительства Айшат Кадыровой. Масштабное мероприятие организовано совместно с Министерством туризма. Он прошел по кольцевому маршруту Волчья тропа в окрестностях высокогорного Ведучи. Впечатлениями горных красот поделится Медина Мударова. Любители активного отдыха вновь покоряют вершины. Курорты Ведучи – это не только живописное место с богатой историей, но и отправная точка. К пешему походу, организованному заместителем председателя правительства Чеченской республики Айшат Кадыровой совместно с Министерством туризма, присоединилось более 200 человек. Стоит отметить, что чуть ранее Айшат Рамзановна опубликовала в своих социальных сетях новости о проведении масштабного совместного похода. В нем приняли участие и внучки первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Я очень активно пользуюсь социальными сетями и, конечно, подписан на вице-премьер правительства Айшат Кадырова и
Я, по-моему, один из первых узнал, потому что я как бы отследил и сразу узнал, как только видел, что есть такая возможность, позвонил, зарегистрировался, потому что, как я понял, здесь очень интересная компания собралась, как и чиновники, которые сегодня переоделись в такие спортивные костюмы, ну и как и блогеры, которые я многих знаю. И, конечно, предстоит новый маршрут, Волчья тропа. Ну, конечно, я в числе, как и друг, хотел быть первым пройти по этой тропе. Участникам сразу же проводят небольшой инструктаж перед дорогой. Примерно половина маршрута мы будем с вами идти в горку, дальше мы будем идти под спуск. Кто-то говорил, что не знал, что у нас есть маркированные тропы и что в Чеченской Республике можно ходить пешком. Именно поэтому, благодаря поддержке уважаемых дочерей нашего главы Рамзана Ахматовича Кадырова, мы сегодня с вами находимся на этом маршруте. Я очень надеюсь, что это будет отправная точка. Сколько бы Министерство туризма не пыталось популяризировать туризм, без самих жителей этой республики, без вашей поддержки, без ваших постов в соцсетях и так далее, сделать это невозможно. Поэтому нам нужна ваша поддержка. Нам хотелось бы, чтобы мы действительно показывали ту любовь, которую мы проявляем к нашей республике. Энтузиасты с собой взяли самое необходимое. Им предстоит путь в 5 километров. Пеший поход идет по Волчьей тропе в окрестностях высокогорного Ведучи. Маршрут проложен через горы, реки, леса с видами на хребет Данидук, гору Кистенкорт и северный склон курорта Ведучи. Путь участников лежит по извилистым тропам, которые ведут через захватывающие пейзажи. Горы покрыты сочной зеленью и чистейший воздух. Все это создает неповторимую атмосферу. Несмотря на некоторые сложности, команда пребывает в отличном настроении. Стоит отметить, что среди участников не только блогеры, но и чиновники, которые отмечают, в преодолении трудностей и состоит вся суть похода. Рамзан Ахматович правильно подметил то, что большая часть молодежи находится у нас в городе, прям сконцентрирована в центре. Все равно, когда люди приходят в горы, здесь есть чистый воздух. Все равно в городах у нас есть углекислые газы, и очень плохо сказываются на легких. Здесь вот для реабилитации легких и для профилактики можно на каждые выходные посещать горы. В первую очередь мы прислушались к призыву главы Чеченской Республики, как он всегда говорит, в том, чтобы подрастающее поколение узнавало свою историю, узнавало свой край, посещали горы, ездили вместе с молодежью, вместе с семьями. Приятно в такую прекрасную погоду прогуляться. Это хорошо и для своего здоровья укрепить. И поэтому советую всем посещать горы. Мы идем по Волчьей тропе, очень красивая природа. И сегодня собралось очень много народу. Все видят, понимают, что у нас очень красивая природа, у нас очень здесь чистый воздух. И советую всем сюда приехать, обязательно побыть в этом месте. Советую побольше проводить времени в горах. Следуйте призыву Айшат Рамзановны, будьте здоровы, получите много удовольствия от природы нашей республики. Вроде бы мы находимся в Чечне, в Грозном, да, постоянно. Вроде бы мы знаем, что есть такие места, и почему-то очень редко их посещаем. Что я очень рекомендую всем нашим гостям, помимо гостей, также нашим жителям, которые сидят дома, не выезжая из Грозного. Вы посмотрите на это. Машалла, насколько что надо почаще выезжать, почаще бывать. Небольшие подъемы, чистый воздух, зеленые луга и величественные вершины вдохновили каждого без исключения. Пешие походы регулярно собирают любителей приключений, которые в поисках новых ощущений. Министерство туризма Чеченской Республики с радостью предоставляет такую возможность всем желающим покорить вершины. Те инфлюенсеры и блогеры, которые были сегодня в походе, я не знаю, суммарно, мне кажется, люди, у которых там аудитория на миллионы человек, они как раз таки сегодня транслируют этот поход. Они покажут, как благоустроены тропы, они покажут, какая вообще инфраструктура на курорте Ведучи. И тем самым уверен, что люди больше будут приезжать на наш курорт и больше, соответственно, будут ходить по нашим тропам.
Курорт Ведучи всегда ждет у себя в гостях любителей активного отдыха. Здесь более 30 километров маркированных троп. В регионе созданы все условия для развития внутреннего туризма. Задача жителей – не упускать возможности насладиться природой и культурой нашего прекрасного края. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Глава Шалинского района Турпал Али Ибрагимов провел совещание с начальником отдела образования муниципалитета, главами сельских поселений, руководителями организаций и директорами школ. На встрече обсуждались вопросы готовности образовательного учреждения к новому 2024-2025 учебному году, до начала которого осталось совсем немного. Подготовка к проведению выборов депутатов сельских поселений стала второй темой совещания. Собравшимся было поручено усилить контроль исполнения поставленных задач, в частности, по обеспечению безопасности образовательных учреждений в избирательный период. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова провел очередную масштабную акцию по раздаче мяса среди нуждающихся жителей региона. Акцию посвятили 73-й годовщине первого президента. Жители республики выразили благодарность за регулярную помощь и поддержку. Об акции добра в сюжете Лейлы Муртазовой. Мясо крупнорогатого скота разделили по районам республики для самых нуждающихся. Акцию традиционно проводит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, и приурочена она к 73-й годовщине первого президента Чеченской Республики. Дал массуа зена зулма яажун тешбех лербойлуш дал диканс бекан бойхцай дал обул дойласах. Пакеты с мясом доставили до каждого дома. Жители региона поблагодарили за такую регулярную заботу в их сторону. Помощь дошла до самых отдаленных мест. Каждая семья получила свою долю из масштабной акции. Подобная работа в субъекте проводится на постоянной основе. Благотворительная организация поддерживает всех граждан нашего региона и никого не оставляет без внимания. Лейла Муртазова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Мавлид, посвященный 73-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, прочитали в Шалинской мечети «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада, мир ему. От собравшихся было сказано много достойных слов в адрес Ахмата Хаджи Кадырова. Вспоминая его благие дела, отмечали, что народный лидер остался в памяти как глубоко верующий человек и богослов. После прочтения Мавлида верующие совершили дуа, в котором просили милости и благословения всей мусульманской умме. Также в рамках благотворительной акции раздали пакеты с продуктами. После обращения граждан в селах Шалажи и Гихичу построят сети водоснабжения. Поручение завершить работы в самые кратчайшие сроки было дано Рамзаном Кадыровым на прошедшем совещании по социально-экономическому развитию Русмартановского района. Сколько километров инженерной коммуникации проведут, узнавала Аида Магомаева. Решение по данному обращению в адрес главы Чеченской Республики не заставил себя долго ждать. Поручение о строительстве сети водоснабжения в селах Шалажи и Гехичу было дано в ходе расширенного совещания по развитию Русмартановского района.
Сразу после министр строительства ЖКХ и энергетики Муслим Зайпулаев и глава администрации Русмартановского района Шамиль Куцаев проинспектировали сельские поселения. В Гехичу уже вырыли основания под строительство водопровода протяженностью более 3 километров. На данное время специалисты заняты укладкой труб в траншеи. Аналогичные работы ведутся и в Шаложе. Со второго дня Арбойла по месту более 7 километров, около 8 километров водопровод в Шалже. Повсеместно также строится и административное здание в селении Гехи. Здесь также работает спецтехника. Общая площадь застройки 244 квадратных метров. По проектному плану здание одноэтажное, состоит из 7 кабинетов, где будут созданы все необходимые условия. Глава региона поручил соответствующим ведомствам оперативно реагировать на поднимаемые вопросы. Таким образом, в ближайшее время в Алхан-Юрте также будет решен вопрос берегоукрепительных сооружений. Аида Магомаева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Завершается реконструкция автодороги Серноводск-Грозный. Новая трасса сократит проезд из Грозного в Серноводск на 3 километра. Этот маршрут значимое для региона направление, так как соединяет сразу 3 района субъекта. С подробностями текущих работ нас познакомит Мадина Нуцалчиева. В марте 2022 года был начат ремонт дороги Серноводск-Грозный. Работа проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность участка составляет 7200 километров. Дорога Серноводск-Грозный входит в опорную сеть дорог Российской Федерации и имеет огромное значение для региона. Она связывает его с Республикой Ингушетия, а также Грозненский, Ачхой-Мартановский и Серноводские районы со столицей городом Грозным. Реконструкция на строгом контроле главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Им были проведены неоднократные инспекции. Сделана огромная работа. Новая трасса возводилась буквально с нуля. Еще в начале 2022-го на ее месте были песчаные холмы, которые убирали бульдозером. Строили дорогу поэтапно. Асфальтобетонное покрытие использовали только местного производства. Работа нелегкая, конечно. Я занимаюсь непосредственно всеми видами работ. От подготовки основания, строительства. Для людей, опять же, для республики делаем, стараемся. Обновленная трасса сократит проезд из Грозного в Серноводск на 3 километра. Дорога получила 4 полосы движения. Ширина же составляет 18 метров. Она поможет увеличить пропускную способность, а также улучшить условия безопасности дорожного движения на данном направлении. Сейчас работа подошла практически к своему завершению. Момент устройство кривлейного бруса завершается, асфальтирование закончилось. У нас идет разметка дороги, то есть благоустройство дороги, выравнивание прилегающих территорий, то есть уборка мусора, территории, насаждения, растительности, вот такого характера. Официальное открытие дороги планируется провести уже в этом месяце. Мадина Нуцалчиева, Саид Али Ампукаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.